Здравствуйте, я Умбеткалиева Ахмарал, жительница города Атрау. Хочу заявить на своего бывшего супруга Ибрагимова Рената Хисаевича, занимающего должность акима Макатского района Атрауской области, бывшего спортсмена, участника Олимпийских игр, в отношении которого в данный момент ведется уголовное дело по статье 107, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, заведомо в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного. То есть Ибрагимов Ренат систематически, регулярно, неоднократно на протяжении 11 лет нашей совместной жизни в присутствии наших детей избивал меня, истязал. В 2021 году в 4 часа ночи Ибрагимов Ренат в состоянии алкогольного опьянения избил меня, разбил мое лицо на глазах моих детей, после чего я была вынуждена вызвать скорую помощь, милицию, но так как он умолял меня забрать заявление и простить его ради детей, я была вынуждена отказаться от него. Данный инцидент повторился в 2023 году, 31 мая. Ибрагимов Ренат, опять же в присутствии наших детей, отпинал меня, избил. При этом проговаривал, что он сделает меня инвалидом, вследствие чего я получила перелом крестца позвонка и не могла ходить целый месяц. За это время Ибрагимов Ренат, пользуясь своим положением и связями, незаконно отобрал у меня моих детей. Я целый год не видела своих детей. На все мои попытки встретиться с ними, увидеть их, поговорить с ними, я слышу один ответ, что они не хотят меня видеть, что они не хотят со мной разговаривать. Я считаю, что это манипуляция в отношении детей в целях, чтобы я отозвала свои показания. В связи с этим прошу ваше внимание обратить на то, что в отношении Ибрагимова Рената на протяжении всего этого времени не были предприняты никакие меры по задержанию, уголовному наказанию и отстранению его от должности. Поэтому я прошу у вас помощи, я прошу помощи у нашего государства помочь мне забрать моих детей, наказать виновного и добиться справедливого решения. Я уже устала с этим бороться. Я морально истощена, эмоционально истощена. Я уже не знаю, что делать и к кому обращаться. Пожалуйста, помогите мне.